переживаю. Первый раз в жизни, вообще, даже на автомате я еду первый раз в жизни на грузовом. Это вообще просто финиш. Это нечто. После фаза, это прям космос просто. Гидроусилитель, что-то случилось, наверное. Так что вот, сейчас приеду на заправку, надо будет смотреть река. Так, короче, ребят, все, на заправке мы. Вот столько автобусов, короче, море. Так вот сзади заглянул, не хватает масла, моргает. Короче, надо где-то масло будет брать по дороге. Так вот, докупать, не доливать. Ай, короче, не было печали, блин. Да это вот от этих кочек, наверное, 100 пудов, там что-нибудь какая-нибудь трубка. Даже не знаю какая. Вот где масло сейчас брать, хер его знаю. Ладно, подумаем сейчас. Обегал почти все автобусы. Естественно, ни у кого нет. То есть сейчас заправимся. Вот, и по дороге, может быть, первый попавший будет заправка, там, Роснефть или еще что-нибудь. То есть литровин купить и долить. Но это 100 пудов вот из этих кочек, наверное, блин. Что-нибудь то где-нибудь отлетело, открутилось. Я так думаю. Потому что она же не горела, не моргала, а тут заморгала. Не везет мне что-то даже не второй раз. Второй раз это на перегоне. И плюс еще на Урале. Вот. Что на Урале с Гуром там была проблема. Что тогда на перегоне на Пазе то же самое открутился там этот масляный. Бачил, когда они делали там, масла меняли, короче, в Елабуге. И сейчас какая-то фигня. То есть куда вот оно могло деться? Мне просто интересно. Ну что, ребят, вот и день заканчивается. Раз заправляется, 2, 3, 4 и я 5. Вот, а так, после меня там фиг знает сколько, там еще на дороге туда. Короче, вот, видите, подтягивается. Вот так вокруга и сюда. Вот здесь, как говорят, ну, опасения были, что типа он может закончиться, этот метан. И куковать, ждать, когда тут газовоз приедет, сольется. Переживали за это. И типа вот именно в чем гонка и заключается. По этим ямам, чтобы быстрее приехать первым, заправиться. Чтобы потом спокойно поехать. Нежели ты потом приедешь последний, или на тебе закончится газ в цистерне, или там где, куда-нибудь там сливается в емкость. И все. И будешь куковать, пока там кто-то не приедет. Вот так вот. По 7-8 часов типа стоят. Ребят, пипец автобусно. Теперь уже и тосол заморгал, представляете? То есть остыл чуть-чуть, постоял, уровень упал и все. Ну хотя я сейчас там открывал, ну уровень полбачка есть. Фиг знает, что за фигня такая непонятная. Может, что эти датчики клинят, глючат. Да-да, пипец какой-то. Ладно, фиг с ним. Масло надо долить, самое главное. Тосол видно, что он есть в бачке. Вот масло, да, не видать. Так, ребят, наша очередь подошла. То есть оглушить обязательно, да, когда приезжаешь? Да, глушит, да? То есть, а там показывают, да? Эти. Впервые. Так, как заправочку я вижу. Офигеть. Офигеть, ребят, все во льду. Так, ребят, ну что? Все, видите, целый бак. Вот стрелочка. Целый бак. Все зашибись. Сейчас заедем на заправку. Долью я масло. Опять эта фигня начала моргать. Тосол типа того. Ой, не знаю. Не знаю, может быть это датчик или еще что-то. Там же я открыл с мужиками. В бачке больше полбачка есть. Ну там как бы датчик, может быть там колышется или еще что-то, не знаю. А может где и утечка действительно идет снизу. Ну ладно, едем потихонечку, полигонечку. Едем на заправку сейчас. Возьмем литруху, дольем сюда, в рулевую, в ГУР. Потому что туговато, как бы так сказать. Ну не то, что прям вообще пипец туго. С Уралом не сравнить. Вот, но все равно дольем и все будет нормально. И до Питера 547 км. Да, еще надо будет покушать же. Сегодня целый день нифига не ели с этими гонками, чтобы успеть на эту заправку, чтобы заправиться. Ладно, все, хватит демагогии, едем. Так, ребят, пойдемте на эту заправку. Сходим, посмотрим, там есть ли гидравлическое масло или нет. Короче, ребят, нет тут нифига на заправках. Вообще, есть моторная, есть антифриз.
там тосол, ну, жидкости такие. Гидравлического, короче, нет. Даже трансмиссионного нет. Как вам говорят мужики, типа, нельзя. Надо именно дарить такого, какой нужно. То есть нам нужно сейчас искать где-то запчасти по дороге. Ребята, а жидкость, походу, когда они добавили антифриза, считай, я проехал сколько? По ЖД залилось, так по системе прогналось. Короче, пробку выгнало, я так понимаю. Вот. И сейчас, когда происходит то, что я, например, заглушил, он остыл. То есть вот температура 80, да? И вот вы видите, да, тут вот это все. То есть он остывает, и уже как бы этот антифриз чуть-чуть уходит, и там сразу датчик фиксирует, что типа нету. Но там полбачка, вот видите, вот, короче, нагрелось. Вот, видите, и перестал он моргать. Все, короче, зашибись. Вот сейчас только нам надо найти, вот, долить и все, и будет все нормально. Такой вот мне автобус достался сегодня. Первый блин комом. Короче, ребят, а я думал, не работают дворники. А они работают. И брызгалки работают, посмотрите. Оказывается, просто надо было подольше подержать. Видите, посередине, короче, стоит две этих, как ее там зовут, форсунки. И все, зашибись. Только вот сверху сушит, правда. Ну, на уровне глаз нормально. Короче говоря, едем, и что-то нифига никаких запчастей нету. В принципе, руль еще рулит, вроде не слышно, там, например, вытье там или гудье. Но здесь, конечно, может быть и не будет слышно, потому что все находится сзади автобуса. Вот. Посмотрим там дальше, что будет. Ребят, вот такую езду я обожаю. Спокойно едешь, вот 70, 75, 80, то есть ты едешь, отдыхаешь. То есть не надо, блин, ну то есть нам на полных парах мчишь, там переживаешь, как бы не влупить в какую-нибудь кочку, яму, там что-нибудь не отлетело, не... ну то есть весь напряжение. А здесь просто так откинулся, прям так. Две ручки разложил, локти положил на них, офигенно. И спокойненько, непринужденно едем. Зашел в кафе, чуть-чуть перекусить. Взял лапшички, винегретик, хлебца и крепкого кофе. Поужинали. Все, надо ехать. Масла, короче, так и нет. Может быть, дальше где будет. Ну, в принципе, он рулит. Так-то ничего. Может быть, этот датчик мозги пудрит. Не знаю. Ребята, согласитесь, все равно вечером дорога как бы пустая. Попроще ехать. И вот эти вот ямы, блин. Именно прям вот там, где, как сказать, в колее прям. Ну, как колеса идут. И вот, например, сейчас вот в данный момент нормальных обрулей, то есть вот так, не по полосе идешь прямо, а чуть-чуть вот так, короче, пускаешь. То есть одно колесо тут, одно тут. И получается, под машиной пролетает, под автобусом. А так, если, например, днем, мне кажется, все эти ямы будешь собирать. Так, ребят, короче, жмем мы. Чуть-чуть мы тут постояли, покимарили. Вот, заехали, он сейчас... Они заехали за сигаретами, за водой. И жмем мы по М10. До Питера еще где-то примерно 280 километров. 2 часа ночи. И еще, ребят, по поводу вот этого мигающего значка ГУРа. Позвонил один мужик, говорит, у меня тоже такая же штучка. И у них другие разы, короче, тоже так же было. Ну, то есть там надо было просто добавить там 100 грамм. Говорит, ладно, говорит, у тебя говорит, руль, ну, то есть поворачивается нормально, крутится. Я говорю, да, без проблем. Ничего такого нет. Он говорит, ну и все, говорит, типа езжай. Там на месте они добавят. Но он действительно, он работает, ничего не гудит, в принципе. Так-то. Ничего такого серьезного вроде как бы и нет. Единственное, что подмагивает. Они еще вот говорят, что это, возможно, датчики могут. Чуть-чуть там будет вот на миллиметрик, он начинает вот так вот. А там, в принципе, уровень-то есть. Горючки у нас полбака. Так что вот, ребят, жмем дальше. Пойдемте возьмем кофе. Нужно взбодриться. Чуть-чуть кофейку глотнуть. И пойдем дальше. Уже такой вот подмораживать стало здесь. Все, взял я кофе.
Нашел я где включать. Вот она. Здесь. Вы уж извините, я пока не... Ну, первый раз в жизни на таком космолете. То есть, пока я еще толком не разобрался, но потихонечку разбираюсь. Так, все, кофе взял. 130 рублей, даже 139. Все, едем дальше. Погода сменилась. Причем прям в худшую сторону. Снегопад пофигашил. Гололед. Не было печали. Осталось, блин, доехать фигня вообще. И, блин, лед вот. Конечно, дорога десятка вообще. Я разочарован, конечно. Убитая она вообще в дрова просто. Вот эта вот правая сторона грузовиков очень сильно разбита. Так, ребят, здесь вроде как бы сейчас -1. Снег прекратился. И вроде как дорожные службы видел, что пескоразбрасыватель ездил. Вроде как он нормально, более-менее. А поначалу, блин, был страхово. Едем дальше. Ехали в Ленинградскую область. На указателе было 96 до Санкт-Петербурга, до Питера. Дорожка вроде наладилась. Температура у нас 0. Так, а время у нас сейчас 5:26 утра. Так, ребята, решили кимарнуть минут 20, потому что прям вырубает вообще не по-детски. Так, все, ребят, чуть-чуть подремали, тронулись, поехали дальше. Остыть толком не успел. Я даже уснул моментально. Все, ладно, едем дальше. Так, ребят, подъезжаем к Питеру. Час пик, пробки. 8 час времени, где-нибудь, наверное, 7:30 примерно так. Да, ребят, пробка хорошая здесь. Непонятно, что здесь. Ремонт дороги, я вижу, здесь все перекопано сбоку. Развязку как будто делают какую-то. Блин, в принципе, остался уже. Прям вот-вот. Да, ребят, здесь что-то ремонт какой-то непонятный. Фиг знает. Все, короче, 2 ряда, даже 3. Вот в один ряд. Здесь, видите, вот отбойники наставлены. Вот. Ну, конечно, на автомате. Вот на этих кнопочках. Кнопочку нажал D, кнопочку нажал N, если надо. Я имею в виду. Вообще небо и земля, конечно, против механики. Прям только по пробкам и ездить. Раз газу. 3. Ай, блин. Все, красный. 4. Переключает, все, зашибись. Ну, по крайней мере, я не знаток, но для первого этого раза, как говорится, на автомате, плюс на большой машине. Я ездил, конечно, на автомате, но на легковой. И то один раз. Всю жизнь на механике. С 96-го года. И сейчас вот на большой машине, на автомате. Конечно, мне понравилось. Так, ребят, с десятки мы ушли, с М10. Свернули направо. Я, правда, не могу сказать, у меня навигатора нет. Вот я иду за наставником, за другом. Не знаю, куда мы тут свернули, даже не успел я прочитать. Так, ребят, ну вот это, я так понимаю, уже СКА. Все, чуть-чуть, блин, я сейчас не проехал. Фуру закрыл и все. Резко он не разгоняется, вот что. Может быть, конечно, ну, новый тут, не перепрошитый. Ну, то есть газу даешь, он пока тут думает, пока чего. То есть резко не получается обогнать. Например, если как на механике. И вот сейчас фуру закрыл, он свернул, а я, блин, хорошо, что вот вовремя я увидел. А то бы я сейчас проехал мимо. Короче говоря, нам нужно по скаду и потом куда-то еще. Я, правда, не знаю, но мне так вот как бы сказали, объяснили. Все, едем дальше. Вот он, мостик, ребят, в Питере. Канатный или тросовый, как он правильно зовется. Внимание, скользкая дорога. Все дела тут. Ну, сейчас вот показывает датчик +3. Вот видите, в углу. Ребят, смотрите, какие прикольные домики, новенькие такие. Правда, наверное, не видно, да, еще. Но красиво, конечно, такой квартал, или как-то район.
красиво, конечно, красиво. А я здесь работал когда-то, ну я имею в виду катался, ездил на автовозе, 2008 год, наверное, да, 2008. С Шушар мы возили на бывшую взлетную полосу Opel Astra, то есть с завода мы возили, в заводе грузились и это возили. Вот. Месяц здесь мы были как бы в рейсе, в командировке вдвоем. Здесь как бы я смотрю, есть знакомые места-то. Ну, правда, изменилось. Завод Hyundai, походу. Логотип Hyundai. Курортный райончик. А мы все едем и едем. Горючки осталось. Одно деление. Зеркало или стекло забрызгало, или зеркало. Так вот, грязновато. Пробуем нормально. Так, все, ребят. С кольцевой ушли мы на указатель на Выборг. Только, конечно, может быть, не на Выборг мы пойдем, но я имею в виду указатель был. Вот. Санкт-Петербург, Ленинград, город-герой. Стелла. Видели, ребят? То есть погнали на... А вон, видишь, колонна. Видите? Автобусиков. Так, ребят, все, приехали мы. Только я, правда, не знаю, куда мы приехали. В следующий раз, если, дай бог, гоним, то я буду знать, конечно. А сейчас пока, вот, видите, да, сами. Приехали какой-то ТП или что-то такое, наверное. Старые автобусы желтые, это, наверное, будут городские, новые. Вот сейчас моечка, видите. Я сам первый раз, конечно, все вижу. Водитель сложил зеркала. Тут я не знаю. Это он вроде не складывал, сложил, вот это я тоже их сложил. Вот, и сейчас, значит, на мойку, а там дальше посмотрим. Вот эти штучки будут сейчас крутиться, мыть. Вот эти валики. И потом они уже как типа керхера домывать. О, ребят, какой прикол! Моют. Все везде брызжет. Водится. Вон у тебя ключи. Вот дальше керхером. Все чистоган будет. Один мойщик сзади, один спереди. И все. Так, ребят, все, выехали мы с мойки. Сейчас я не знаю пока куда. Может быть, это мы сюда на мойку заезжали, честно говоря. А не на место мы приехали. Нифига толком же никто не объяснит, не скажет. Да, ребят, это депо походу. Он, уважаемый водитель, бережное отношение к автобусу, грамотная его эксплуатация, залог вашего благополучия написано. А это, я так понимаю, контора. Вот, короче, едем, подъезжаем, вон они все стоят. И там дальше их, не знаю пока, что будет. Так, зашли вот в столовку. Здесь такая столовка местная. Позавтракали или пообедали, и сразу жить хочется. Борщица горяченького с перчиком. Вообще вот так вот, класс. Все, ждем, когда примут автобусы. Если приедут, там, то может и не приедут вообще. Так, ребят, приемчик, короче, будет часа через 4, это очень долго. То есть все мы документы здесь оставили. Вот он отметит все документы по приемке, все. И потом передадут с другой партии, кто приедет, пригонит еще автобусы. Так что закрываем. Чик, кнопочка. Все. Скажем ему спасибо, что доехал, не сломался, довез, дал опыт небольшой на такой тачке. Спасибо тебе, Мазик.
Город-герой Ленинград. Московский вокзал. Все офигенно. До поезда 2 часа. Зал ожидания. Все, посадочка в поезд. Санкт-Петербург, Казань. Все, короче, народ. Я баиньки в поезде. Завтра утром должны быть на своей станции там. Так что до завтра. Все, налажено. Приехали на свою станцию. Сейчас будем ловить автобус и ехать дальше, уже до дома, до места. Кофеечку сделаем с утреца. Загрузились и сейчас до своей остановки. Как говорится, до дома, до хаты. Так, ребят, все, практически я дома. Время 7:30 утра. Закончился новый, как говорится, с первый перегон новой версии. Так что сейчас я иду домой, мыться, бриться, отдыхать. Ну а дальше по плану. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем удачи, ребят. Пока. Увидимся в новом видео.